О строительстве нового моста в Алагире и поддержке малообеспеченных семей расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. Вековой юбилей. Северо-Осетинскому государственному университету исполнится 100 лет. Отмечать эту значимую дату планируют масштабно и интересно. Часть дороги уйдет в пешеходную зону, это сам мост старый, он уже в аварийном состоянии. В Алагире приступили к масштабной реконструкции транспортного сообщения. Вместо старого аварийного моста строят новый. Когда по нему проедут первые машины, расскажут мои коллеги. Я уже буду знать, как садить лук, зелень, фасоль. Ближе к земле. Воспитанники школы-интерната «Надежда» самостоятельно выращивают овощи. У ребят появилась своя собственная теплица. Северо-Осетинский государственный университет в этом году отмечает вековой юбилей. Сегодня вице-премьер Ирина Азимова провела первое заседание оргкомитета по празднованию столетия. Отметят значимую дату масштабно и интересно. Планируют провести международную школу-конференцию, Дни науки, фестиваль студенческих театров, хореографических коллективов, а также Кубок КВН. Кроме того, руководство вуза работает над созданием документального фильма «СОГУ 100 лет» и выпускном историческом издании. Помимо столетнего юбилея, в СОГУ в этом году отметят и 50-летие юридического факультета. В рамках празднования планируют провести вторые гусовские чтения. Ирина Азимова подчеркнула, что один из старейших вузов Северной Осетии славится накопленным богатым опытом в части подготовки квалифицированных кадров. Из стен университета выпускаются специалисты в области экономики, юриспруденции, международных отношений и других сфер. Порядка 31 миллиона рублей долгов по зарплатам вернула прокуратура в прошлом году. Свои деньги получили более 500 работников различных предприятий республики. Об этом сообщили на заседании коллегии прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за прошлый год. В заседании приняли участие заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, федеральный инспектор Владимир Келихсаев и главы профильных ведомств. Руководитель республиканской прокуратуры Александр Морозов отметил, что благодаря надзорным мероприятиям обеспечили законность процедуры увольнения сотрудников завода «Электроцинк». Определили приоритетные направления работы на этот год. Среди них профилактика преступности. Зам генпрокурора Дмитрий Демешин подчеркнул, важно активизировать надзор за расходованием бюджетных средств, в частности, которые направлены на реализацию нацпроектов и госпрограмм. Приоритетным направлением надзора руководитель ведомства определил охрану окружающей среды в республике, пресечение и ликвидацию фактов незаконного складирования бытовых отходов и загрязнения рек. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дмитрий Демешин поручил обеспечить защиту прав ветеранов, чутко и внимательно подходить к разрешению возникших у них вопросов. И законодательные органы власти, и исполнительные органы власти, местного управления, прокуроры и правоохранители должны взаимодополнять друг друга в раскрытии своих компетенций. Вот тогда этот результат увидит народ. Национальные проекты – это шанс, который жизнь и руководство страны дала возможность, так сказать, чтобы завтрашний день наших с вами детей и внуков был более безоблачным. А это нужно работать, и работать очень прилично. В Северной Осетии задержали браконьеров. Нарушителей выявили сотрудники Росгвардии во время рейда по контролю за оборотом гражданского оружия. В лесном массиве селения Кубан на территории охотничьих угодий задержаны 4 человека. У них не было разрешительных документов на хранение и ношение огнестрельного оружия. Среди задержанных и руководитель охотничьего угодья в Шате фонд. У него также изъяли оружие. Теперь Министерство природных ресурсов и экологии проведет проверку. Тогда и станет известно, будет ли он в дальнейшем руководить охотничьим угодьям или нет. Сотрудники Росгвардии пояснили, что задержанные понесут административную ответственность. На этой местности чаще всего в Кубанском ущелье встречаются волки, шакалы, лиса, серна. Чуть выше, если подняться в горы, встречаются и медведи, туры,
Также они привлекают браконьеров. В основном правонарушения осуществляют наши жители республики. В 2019 году нами проведено 36 рейдовых мероприятий, по которым составлено 5 административных протоколов. Штрафы выносят по нарушению правил охоты, выносят Министерство природных ресурсов Северной Осетии Алания. За нарушение правил ношения и хранения оружия санкции предусматривают от 500 до 2000 рублей. Более 600 вынужденных переселенцев в прошлом году получили жилищные сертификаты в Северной Осетии. Это стало возможным благодаря реализации целевой программы оказания господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате услуг ЖКХ. Приобрести новое жилье смогут 633 семьи граждан, признанных вынужденными переселенцами. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 2 миллиарда рублей. В Министерстве строительства и архитектуры отметили, на господдержку по обеспечению жильем вынужденные переселенцы могут рассчитывать и в этом году. Если сравнивать по предыдущим годам, это на порядок выше. В прошлом году мы обеспечили 570 семей. Что касается 2020 года, мы рассчитываем получить 2 миллиарда 350 миллионов рублей и обеспечить порядка где-то 850 семей. Работа эта продолжается активно. Это вся работа благодаря нашему правительству, конкретно работа Министерства строительства. Федеральный центр нам оказывает огромную помощь. Проверяются учетные дела, готовятся. С администрациями местного самоуправления активная работа идет. В Алагирском районе строится новый мост. Старый признан аварийным, и передвигаться по нему становится небезопасно. Масштабные работы начали в прошлом году. Подрядчики обещают сдать объект в срок. Как продвигается большая стройка, расскажет мой коллега Хетак Плиев. Еще немного и добираться в Алагир автомобилисты начнут через новый мост. Он будет соответствовать всем стандартам. При его возведении специалисты учитывали поток машин, который ежедневно проходит по этой дороге. Что касается старого моста, то его закроют для проезда. Часть дороги уйдет в пешеходную зону, это сам мост старый, он уже в аварийном состоянии. И вот он будет закрываться, он уже для проезда транспорта не будет использоваться. Также есть путепровод, чтобы жители селения Верхний Бирахзанг беспрепятственно могли проезжать к себе в село. Новый мост будет пролегать чуть левее от старой дороги. Для строительства такой непростой конструкции пришлось даже изменить часть русла реки. Для поддержания металлического моста строят железобетонные опоры. Всего их будет 5. Когда работы закончатся, реку Ордон вновь вернут в свое русло. Как раз на этом месте я сейчас и стою. Длина моста будет 169 метров. Все работы ведут поэтапно. Сделали временную дамбу и работаем в пойме реки. Она так и шла, она вот в этой пойме реки на всю площадь растекается, когда бывает сброс, и паводки, когда идут. Полностью занимает пойму реки. Стоимость объекта порядка 2 миллиардов рублей. Завершить работы планируют до конца 2021 года. Тогда же автомобилисты смогут проехать по новому и безопасному мосту. Хетак Плиев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Воспитанники школы-интерната «Надежда» смогут самостоятельно выращивать овощи даже зимой. В интернате появилась теплица. Здесь уже было 2 открытых огорода, и о том, как работать с землей, ребята знают не понаслышке. Благотворительную поддержку дому-интернату оказала компания «Русгидро». Подробнее Алана Тамаева. Мурат Гокичаев в своем юном возрасте уже знает, как правильно подрезать деревья и сажать овощи. А главное, понимает, здесь важен не только физический труд, но и бережное отношение к каждому саженцу. Он уже несколько лет учится вспахивать землю своими руками, сажать и поливать. Получается неплохо, признается Мурат. Земля нравится мне, работать с землей. Земля нам дает еду. Поэтому, да, тебе нравится? Да. Но у меня свой участок тоже будет, я там буду сажать. Я уже буду знать, как садить лук, зелень, фасоль.
В школе-интернате «Надежда» воспитанников учат работать в огороде и в саду. Рассказывают им о видах почвы, как правильно ее обрабатывать и о том, что и когда можно сажать. Ребята даже вырастили свой урожай овощей. В интернате 2 открытых огорода. Теперь появилась еще и теплица. Поэтому работать ребята смогут и зимой. Мы сажали, сеяли семена, учили детей, как ухаживать за огородом, потом какая польза от этого. Сдавали урожаи в столовую. А теперь вот недавно приобрели вот эту теплицу и пока практикуемся в этой теплице, как сажать и что сажать. Чернозем надо завести сюда. И потом мы еще подумаем, что нам здесь посадить. Теплицу открыли в рамках благотворительной программы «Русгидро». Ее реализуют во всех регионах страны, где работает компания. Школе-интернату «Надежда» Русгидро помогает часто. По просьбе руководства интерната мы приобрели генератор, необходимую мебель и вот эту теплицу. Ну, как мы надеемся, дети благодаря работе в теплицах приобретут новые трудовые навыки для них, новые знания какие-то, которые помогут им в дальнейшем в их жизни. В интернате особое внимание уделяют всестороннему развитию воспитанников. Ребят учат азам разных ремесел. Все для того, чтобы в будущем каждый нашел свое дело. Вот в этом году планируют нам построить спортзал. И вот если освободится действующее помещение спортзала, то мы там планируем перегородить и в одной половине открыть кабинет домоводства, чтобы дети в будущем на выходе оттуда могли себе и приготовить, уметь пользоваться и мясорубкой, и теркой. В общем, были бы максимально адаптированы к домашним вот этим делам. Работать в теплице ребята пока только пробуют, высаживают первые саженцы и надеются, что совсем скоро получат богатый урожай. Алана Тумаева, Диана Каболоти, Новости Осетии. Служба консультативной помощи родителям по вопросам развития и образования детей за прошлый год оказала более 20 тысяч услуг. Все это благодаря тому, что Северная Осетия прошла конкурсный отбор на предоставление грантов для реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В районах республики организовано 32 консультативных пункта в дошкольных образовательных учреждениях. Задействованы 165 специалистов. Консультации оказывались очно и дистанционно. Служба продолжит свою работу и в этом году. Планируется оказать 10 тысяч консультаций. Теперь помогать будут не только родителям детей до 7 лет, но и мамам и папам детей до 18. В проекте будут участвовать психологи, логопеды, дефектологи и юристы. Сильва Акопян уже много лет занимается благотворительностью. Она помогает малообеспеченным семьям и проводит различные акции в помощи нуждающимся. Сильва Акопян не понаслышке знает о том, что в сложной ситуации может оказаться любой человек. Подробнее Габриэла Гаглоева. Благотворительностью Сильва Акопян занимается уже много лет. Предприниматель помогает малоимущим и многодетным семьям. Каждый год женщина дарит более 100 костюмов детям из малообеспеченных семей, чтобы они могли пойти в школу в новой форме. Я всегда готова помочь. Когда-нибудь, если меня кто-то попросит, я всегда готова помочь всем. И вот мы вместе, у нас есть списки, сколько детишек, сколько нуждающих. Я тоже нуждалась когда-то в этом. Сильва Акопян на своем примере знает, в каких тяжелых жизненных условиях может оказаться семья. Когда-то она вместе с мужем и 2 детьми, оставшись без работы и крыши над головой после землетрясения в Армении, переехала в Орджоникидзе. Говорит, хочет хоть как-то помогать тем, кому тяжело. Спасибо Осетии, потому что она нас приутила, дала нам возможность заработать деньги. И поэтому я занимаюсь благотворительностью уже сколько, энные года, потому что я сама нуждалась в этом. Мне тоже помогал Красный Крест. Это было в Армении. И я очень хочу это делать. А еще она активист Общероссийского народного фронта. Вместе с другими участниками организации в течение года проводит различные акции в помощь нуждающимся. 8 марта. Мы помогаем тоже многодетным мамам. Это не без этого. На Новый год мы раздавали подарочки. Я очень от души все это приготовила, и мы вместе все это сделали. Сильве Акопян не раз выражали благодарность различные министерства и организации. Сама она отмечает, во всех инициативах ее поддерживают муж и 6 детей. Без них, говорит Сильва, у нее ничего бы не получилось.
Габриэла Гаглоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Во Владикавказе пройдет первенство Северокавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие около 150 спортсменов. В составе сборной республики выступят 42 борца. Предварительные поединки пройдут уже 30 января в Дворце спорта «Манеж». Начало в 10 часов, завершится первенство 1 февраля. В 40-й школе Владикавказа начался турнир по фехтованию памяти Героя России Андрея Днепровского. Соревнования проходят при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда». Турнир проводят уже 5-й год. Первыми стартовали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Участвовали как совсем юные, так и уже опытные спортсмены. Победители и призеры турнира были награждены медалями и подарками. Я занимаюсь этим спортом около 4 лет. Я выступала на различных соревнованиях, также и на Кубке России, на чемпионате России, на первенстве России. А также я выступала еще на первенстве мира. Соревнования сегодня прошли успешно, соперники были достойные, но мне удалось взять первое место. Когда смотришь на таких детей, на таких людей, которые занимаются паралимпийскими видами спорта, понимаешь, что им нужно помогать, что им нужно уделять внимание и что нужно беречь их желания и давать им какую-то возможность, чтобы эти люди не замыкались в себе, чтобы они не находились все время дома, чтобы они вели полноценную жизнь, чтобы они общались со сверстниками, чтобы они в конце концов становились чемпионами, чтобы мы гордились ими. На этом у меня все. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.